Если вы русскоговорящий и хотели бы научиться понимать и разговаривать на казахском языке, но раньше у вас не получалось, то эти видео как раз для вас. В каждом своем видео я демонстрирую легкий, простой, эффективный способ быстро запоминать казахские слова. Меня зовут Ажар. Сәлеметсізбе? Здравствуйте. Сегодня мы будем запоминать такой глагол, как алу. Алу – это неопределенная форма глагола, означает брать или взять. Алу. Мы будем рассматривать первое лицо мен – это я, мен. И аламын – это утвердительное. Алмаймын – это отрицательная форма глагола. Значит, в казахском языке глагол всегда стоит в конце предложения. Мен аламын, мен что-то аламын, мен что-то алмаймын. Я подобрала вам вот такую картиночку. Девушка берет книгу. Вот алады, аламын, мен аламын. И, как обычно, мы составляем предложение с первой частью, с утвердительной частью, с утвердительным глаголом аламын. Я пойду, мен пойду в магазин и продукты аламын. Мен дүкенге барып азық-түлік аламын. И магазин, и продукты мы уже с вами запоминали в более ранних видео. Если вы их не видели, просмотрите, они все есть, все видео есть на моем канале. Если вы серьезно относитесь к изучению казахского языка, то рекомендую вам просмотреть все видео, которые у меня есть на канале, прям начиная от первого. И тогда у вас уже наработается лексикон, определенный лексикон. Те, кто смотрит меня с самого начала, они уже много слов знают, много слов могут использовать. Поэтому мен магазинге барып азық-түлік аламын, продукты аламын. Мен достық плазаға барып, бару – это идти. Это, мы, кстати, уже изучили тоже, да, барып. Мен достық плазаға барамын и одежда аламын. В данном случае аламын – это просто взять, да, купить, там двойной глагол, но мы пока будем использовать вот это, аламын. Так, мне надо сегодня поехать на барахолку за тканями. Поэтому мен барахолкаға барамын и ткани аламын. Немножко похож на тарабарщину, но ничего страшного. Просто я хочу вам чуть-чуть усложнить как бы предложение, чтобы у вас еще больше это как запомнилось. Потому что когда односложные предложения, они как-то хуже запоминаются, правильно? Там, например, мен книга аламын, мен там ақша, деньги аламын, да, и все на этом. И как-то оно не запечатлевается в памяти, поэтому чуть-чуть хочу усложнить. Я закончила курс, и мен сертификат аламын. Мен, когда заканчивала институт, мен диплом аламын. Это, конечно, в прошлой форме, в прошлом времени, конечно, по-другому чуть-чуть звучит этот глагол, но мы сейчас не будем запутываться. Я закончу институт, и
Мен диплом аламын. Так, что еще? Мне нужно заехать в ЦОН и мен документ аламын. Немножко смешно. Ну, я думаю, знаете, для получения результата иногда нужно просто вот на самом деле не усложнять процесс, и просто вот запомнить одно слово, да, вот в этой форме, потом перейти к другой форме и так далее. Вот, ну, я думаю, что вы меня понимаете. Так, значит, в деревне мен пошла в сторону курятника и жұмыртқа. Жұмыртқа мы тоже с вами проходили уже. Это яйца. Ага, яйцо, яйца. Жұмыртқа аламын. Мен жұмыртқа аламын. Я поехала на зеленый базар. Или поеду на зеленый базар. И мен ет аламын. То есть я куплю, ну, возьму мясо. Мен ет аламын. Что еще? Я мечтаю когда-нибудь пойти в посольство, ну, не супер когда-нибудь далеко-далеко, нет, я хочу в этом году. Я хочу пойти в посольство Америки, и мен виза аламын. Ну, я надеюсь, я вам передала весь, ну, образцы, примеры, как это использовать. Ага, я думаю, что вы это сможете с легкостью делать. Но, конечно, вам обязательно нужно составлять свои собственные предложения для того, чтобы реально запомнить этот глагол. Теперь мы переходим к отрицательной форме этого глагола алмайман. Не буду брать, не беру, не возьму. В общем, отрицание. Мен алмаймын. Значит, мен спиртное алмаймын в магазине, потому что оно мне не нужно. Вот. И иногда предлагают какие-то, кстати, очень много сейчас рекламы, да, с предложениями купите вот это, да, и очень многие люди, оказывается, ну, в принципе, я тоже такая, вот, может быть, сейчас в меньшей степени подвержена вот этой всей рекламе, но там говорят, вот, типа, возьмите вот это, и так прямо заманчиво рассказывают, да, но я решила, что мен такие необдуманные покупки алмаймын. Или мен товары, которые мне прямо супер не нужны, вот прямо сейчас необходимы, мен алмаймын. Так, вообще, я думаю, что любой казахстанец, ну, практически все казахстанцы, они погрязли в кредитах, да, и кредиты – это такая заманчивая вещь, да, ну, кажется, я же отдам, я когда-нибудь отдам, но это все потом очень тяжело потом отдается, это ты урезаешь из своего бюджета что-то, да, ты там начинаешь бояться перед банками и так далее, поэтому я прямо каждый раз принимаю решение, что мен кредит алмаймын. Не всегда это получается, потому что иногда вот прям нужно что-то вот прям срочно. И слава богу, мне еще пока дают кредиты. Конечно, желательно кредит мен кредит алмаймын. Желательно сохранить, ну, как придерживаться.
этого правила, что мен кредит алмаймын. Так. Айтпақшы. Мен взятка алмаймын. Так. Никогда не брала, и у меня, в принципе, взятки берут обычно кто может распоряжаться какими-то благами, какими-то условиями, какими-то, я не знаю, контрактами, да, вот. И те люди, наверное, хотят или могут брать взятки. Мен взятки алмаймын. Почему? Потому что я работаю в сфере частного бизнеса. Там, знаете, там невозможно взятки, даже если хочешь. Но я, конечно, не хочу. Вот. Вот. Что еще можно сказать? Кстати, мен плохие продукты стараюсь, алмаймын. К ним относятся, на мой взгляд, это не антиреклама, это не рекомендации что-то брать, что-то не брать, это мой взгляд, это мои предложения. Но я уже давно алмаймын. Все вот эти продукты длительного хранения, например, рулеты, которые срок хранения у них там полгода или год, да, что это за рулет, что там может быть ценного, да, полезного, да, если он может храниться год. Настоящий рулет, который сделан из правильных продуктов, да, он хранится несколько дней. Все, потом он портится, и все, его надо выбрасывать. Вот, поэтому мен продукты длительного хранения алмаймын. Также вот эти вот не консервы можно брать, а вот тоже вещи, которые длительного хранения, да, вот, в которых очень много всяких консервантов, да, всяких добавок и так далее. То есть нет. Вот такие продукты алмаймын. Немножко мне тяжело примеры, как-то с другими словами мне легче было, да, но ничего страшного, я привыкну. Вот, и самое главное, что вы начнете уже использовать глаголы. Поэтому спасибо вам, я надеюсь, что я передала этот глагол. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня, подписывайтесь на меня, ставите мне лайки, пишите комментарии, пишите, пожалуйста, все, что, возможно, вам непонятно, или вы хотели бы что-то, может быть, улучшить в работе моего канала, но откровенную критику и хейт я не принимаю, я сразу баню таких людей. А конструктивную критику я принимаю всегда. И я считаю, что это нормально, потому что мы все не пророки. Вот, и нам есть куда улучшаться. Я думаю, что каждому человеку есть куда улучшаться. Вот. Спасибо вам большое за поддержку и за то, что смотрите меня. Сау болыңыз. До свидания.